Когда только начала заниматься лифтами, конечно, было очень сложно. Женщина и лифты, женщина и машиностроение. Даже если я все знала про эту технику, мне не доверяли. Зачастую приходится жертвовать уже своим личным временем. А все в этой компании мужчины тоже есть. Я думаю, для того, чтобы добиться успеха, нужен долгий путь и упорный труд. Дети тоже привыкают к такому режиму. Чем-то надо жертвовать, чтобы чего-то добиться. Решение о том, чтобы построить сам завод, мы приняли 3 года назад, это 3,5 года назад. Вообще идея и мечта, то есть цель была уже давно. Когда только начала заниматься лифтами, конечно, было очень сложно. У нас такой, по стереотипу мнения людей диссонанс, да, идет женщина и лифты, женщина и машиностроение. Даже если я все знала про эту технику, мне не доверяли. Поэтому приходилось вначале брать с собой технического директора или мужчину, чтобы он просто присутствовал рядом и вызывал какое-то доверие, а все в этой компании мужчины тоже есть. Уже почти год мы постепенно наращиваем не только производственную мощность, но и плюс, как сказала, уже ассортимент. И первая партия нашей продукции ушла уже в Россию, в город Казань, Татарстан. Нас РКФР профинансировал через Оптимобанк в 2019 году. На реализацию ушло чуть больше этого проекта, потому что у нас были небольшие сложности, а выделили нам совместно с Оптимобанк $900 000. Сейчас и дали хороший льготный период. Во время карантина, ковида тоже они отнеслись с пониманием. Вот благодаря поддержке фонда существует и успешно работает наше предприятие. Буквально вот за 1 год мы получили около, скажем, 20-25 предложений с российской стороны. Наша производительная мощность позволяет производить в год от 500 единиц и выше. Бывает, что где-то нужно нам ночное время выходить, но отправка какая-то срочная, обсудить надо, доработать надо какой-то проект, презентацию. Очень часто это бывает, что мы задерживаемся до 12 ночи. Но мы такие моменты преодолеваем и идем дальше.